Ытыктабыллах Андрей Владимирович, Бюмытымсы Кытылахтара. Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые участники семинара совещания. Сегодня на территории Якутии, единственной национальной республики в Дальневосточном федеральном округе, в мире и согласии проживают представители 139 этносов. Почти четырехвековое существование в едином пространстве в экстремальных условиях севера, давние экономические и культурные связи накладывают свой отпечаток на характер межэтнических контактов в республике. Даже в самые сложные моменты отечественной истории Якутия всегда отличалась стабильностью межнациональных отношений. Социологические исследования, проведенные в республике в мае этого года, совместно с Институтом социологии Российской академии наук, подтвердило отсутствие у нас острых противоречий в межэтнической сфере. Свыше 80% якутян не приемлют насилие в межнациональных и межконфессиональных спорах. Низок удельный вес жителей республики с ксенофобными установками. Безусловно, сохранению такой картины способствует и целенаправленная государственная национальная политика, проводимая через региональные программы и проекты. Концепция государственной национальной политики Республики Саха-Якутия, принятая еще в 1995 году, обновлена в соответствии с основными направлениями стратегии государственной национальной политики России с учетом уже накопленного опыта, а также новых научных разработок и современных особенностей развития Якутии. Как эффективный инструмент зарекомендовала себя и государственная программа гармонизации межэтнических отношений в Республике Саха-Якутия за 2012-2017 годы. Более того, наличие отдельной региональной программы в сфере межнациональных отношений позволяет привлечь дополнительное финансирование из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие народов России. Несмотря на экономические и политические преобразования в стране и в республике, мы на протяжении уже 20 лет имеем региональный орган исполнительной власти, который занимается вопросами реализации национальной политики. Департамент по делам народов Республики Саха-Якутия. В 2012 году, который был объявлен Республике годом единения и дружбы народов, работа департамента в организационном плане была усилена созданием Дома дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, одного из основателей якутской литературы, выдающегося мыслителя. Уважаемые гости, сегодня у вас будет возможность ознакомиться с деятельностью и последними достижениями Дома дружбы народов, пока единственного на Дальнем Востоке. В скором времени на его базе планируется открыть и ресурсный образовательно-методологический центр в сфере национальных отношений. Также в 2012 году был учрежден почетный знак Республики Саха-Якутия за укрепление мира и дружбы народов, который присуждается гражданам, внесшим значительный вклад в укрепление мира и дружбы народов. В дополнение к федеральному законодательству отдельным республиканским законом мы закрепили и ответственность глав сельских поселений в области межнациональных отношений. К основным приоритетам государственной национальной политики Республики Саха-Якутия относится поддержка лингвистического многообразия и сохранение языков коренных народов Якутии в сфере образования, культуры и средств массовой информации. В конце 80-х, в начале 90-х годов XX века языки народов Севера находились на грани исчезновения, а якутский язык в предкризисном состоянии. По данным переписи 1989 года, отчуждение детей Саха от родного языка в школах достигло 26%, а в дошкольных учреждениях – 1/3. В якутских школах лишь 30% учебного времени занимало обучение на родном языке. Большая часть населения, особенно жители городов и молодежь, начали забывать родной язык и культуру своего народа. И чтобы изменить ситуацию, был сформирован
необходимый фундамент для решения стратегических задач по развитию государственных и официальных языков народов Республики Саха-Якутия. Вот уже больше 10 лет функционирует Совет по языковой политике при главе республики. Действуют законы республики о языках и о статусе языков коренных малочисленных народов Севера. Работает государственная программа сохранения, изучения и развития государственных и официальных языков в республике. Считаю, что между языками вообще не может быть конкуренции. Их нельзя противопоставлять друг другу. Они должны быть равноправными во всех проявлениях и мирно сосуществовать. 19 мая этого года на совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вопросы сохранения и развития русского языка, всех языков народов нашей страны имеют важнейшее значение для гармонизации межнациональных отношений, обеспечения гражданского единства, укрепления государственного суверенитета и целостности России. Полностью разделяя эту точку зрения главы нашего государства, мы в республике поддерживаем все языки, открываем гимназии с углубленным изучением русского языка и национальные якутские школы, издаем книги на родных языках народов Якутии, разрабатываем буквари коренных малочисленных народов Севера. Например, в национальном книжном издательстве «Бичик» республики имени Семена Новгородова ежегодно издается в среднем более 420 наименований книг общим тиражом 780 тысяч экземпляров. При этом Министерство образования республики, Национальная библиотека республики безвозмездно передается по 600 и 700 экземпляров каждого наименования. Также издаются десятки газет на русском и якутском языках. Газета «Илкан» постоянно печатает материалы на языках коренных малочисленных народов Севера. Наряду с федеральными каналами языковое соотношение передач национальной вещательной компании «Саха» 45% на русском и 55% на якутском. Кроме этого, существует телепрограмма «Геван» на языках народов Севера. О позитивных тенденциях языковой политики в республике свидетельствует положительная динамика в выборе языка своей национальности в качестве родного, то есть национальной идентичности, самосознания человека. В 2010 году численность якутов, считающих родной язык своей национальности, по сравнению с 2002 годом увеличилась до 94%, на 2% больше. Чукчи до 43%, на 6% больше. И юкагеров до 23% и на 4% больше. Говоря о результатах проводимой работы, хотел бы сослаться на мнение носителей разных языков. В 2013 году в рамках проекта «Социальные, культурные и политические факторы межэтнического согласия и напряженности» Институтом социологии РАН был проведен опрос, который показал якутов, активно владеющих русским языком, почти 90%, пассивно владеющих 10%. Этот факт подтверждает, что практически все якуты владеют русским языком. Таким образом, русский язык как государственный был, есть и будет языком межнационального общения нашей республики. Уважаемые участники совещания, в Якутии нет требований к чиновникам, в том числе занимающим государственные должности, об обязательном знании двух государственных языков – русского и якутского. Тем не менее, мы проводим линии, ориентированные на обязательное обеспечение доступности языков. При проведении официальных, публичных и культурных мероприятий на вокзалах и других местах массового скопления людей, если это необходимо, обеспечивается обязательный синхронный перевод. Каждый человек волен выступать на своем родном языке, но при этом надо создавать условия, чтобы все понимали, о чем он говорит. Тогда его действия и его язык вызывают уважение, а не отторжение. А это технически вполне решаемая задача. Такова позиция именно наша в субъекте.
Безусловным приоритетом государственной национальной политики Республики Саха-Якутия также относится защита исконной среды обитания, традиционного образа жизни и традиционное природопользование коренных малочисленных народов Севера. Решение этой задачи было и остается важным направлением работы органов власти республики. Так у нас принят пока единственный в российском правовом поле закон об этнологической экспертизе в Республике Саха-Якутия, который отражает наши намерения выстраивать отношения между государством, бизнесом и местными сообществами на основе взаимного доверия и уважения. Это делается не только в целях совещательно-экономического и социально-экономического развития республики, района промышленного освоения, но прежде всего в целях улучшения условий и качества жизни коренных малочисленных народов Севера и всех сельских жителей. Кроме того, мы готовы к реализации других мер и подходов, включая инновационные, которые связаны с предупреждением негативного воздействия хозяйственной деятельности и климатических изменений на среду обитания, образ жизни и развитие коренных малочисленных народов Севера, на обеспечение безопасности жизнедеятельности всего населения Якутии. Уважаемые коллеги, еще одним важным аспектом государственной национальной политики республики является содействие работы национально-культурных общественных объединений. Сегодня на территории Якутии их насчитывается около 70. Большинство из них возникли еще в 80-е годы прошлого века и успешно работает на выполнение своей главной задачи – сохранения национальных языков, культуры, обычаев и традиций. Значимый компонент государственной национальной политики Республики Саха – создание условий для удовлетворения интересов и потребностей людей, связанных с их религиозной принадлежностью. На территории Якутии представлены все мировые религии. Зарегистрировано 140 религиозных организаций, в том числе религиозная организация Республики Саха-Якутия Ар-Аи и Тагаля, древняя религия народа Саха. Еще в 90-е годы был задан политический дискурс, определяющий место православия и якутской этнической духовной традиции в культурной и религиозной жизни республики. Это европейская цивилизованность при азиатской самобытности, взаимопроникновение культур, в ходе которой идет активный диалог религий и верований, воспринимаемый как неотъемлемая часть богатейшего потенциала Якутии. Власти республики всемирно содействуют общественным и гражданским инициативам, социальным проектам и социально-религиозному партнерству христианских, мусульманских, буддийских и других организаций, представленных в Якутии. Большое внимание уделяется вопросам предупреждения религиозного экстремизма, любых попыток использовать религиозные чувства людей для провоцирования в обществе конфликтов. Уважаемые друзья, якутяне проявляют довольно высокий уровень доверия в отношении всех значимых властных институтов, как на федеральном, так и на региональном уровне. Следует отметить позитивное значение совместных действий органов власти и общественности нашей республики для духовного, нравственного просвещения граждан. Убедительным тому свидетельством является четырежды проведенная форума Ассамблеи народов Якутии с участием представителей органов власти, национально-культурных объединений, национально-культурных автономий, казачьих обществ, религиозных и общественных организаций республики. В число важных направлений государственной национальной политики также входит содействие формированию и распространению идеи духовного единства и дружбы народов. Этнокультурное многообразие рассматривается нами как источник силы многонационального народа Якутии. Именно поэтому большое внимание уделяется развитию толерантной среды, атмосферы уважения к языкам, культурам всех национальностей. По данным исследования Института социологии РАН, проведенного по всей стране в этом году, гражданская идентичность актуализирована у 27% россиян в целом. Ответившие говорят, что ощущают близость в значительной степени. В то же время среди жителей республики чувство единства с гражданами России в значительной степени ощущает практически 40% населения.
Доминирующее число якутян, более 70%, испытывает гордость, уважение и любовь по отношению к своей стране. Если сравнивать цифры с данными по всей России, негативное отношение к своей стране продемонстрировали, если 18% опрошенных россиян, то среди жителей нашего региона это число составило всего около 8%. В целом, готовность властей и широкой общественности республики проводить и развивать политику в сфере национальных отношений во многом способствует не только ее дальнейшему развитию как региона, межнационального мира и гражданского согласия, но также и росту авторитета Якутии, признанию и уважению ее государственной национальной политики в других регионах Российской Федерации. Уважаемые участники совещания, я рассказал о достижениях республики в области национальной политики, но проблем тоже хватает. И умалчивать о них нельзя, тем более, что в той или иной мере они экстраполируются на всю Российскую Федерацию. Существенным фактором возникновения межнационального напряжения является социально-имущественное неравенство. Когда даже внутри региона уровень доходов людей сильно различается, когда степень экономической дифференциации населения высока, граждане начинают сопоставлять свой достаток с достатком других людей, порой сравнивая уровень жизни той или иной национальности. На Дальнем Востоке и у нас в республике эта проблема присутствует. Исторически сложилось так, что в Якутии в сельской местности проживает преимущественно коренное население, а в промышленных районах больше представлены другие этносы. Это именно историческое явление. При этом доходы жителей села объективно намного ниже, чем доходы населения промышленных центров. Поэтому мы сегодня как можем поддерживаем село. В республике объявлена пятилетка устойчивого развития села. На этой цели направляются значительные средства. Мы делаем все возможное, чтобы максимально нивелировать неравенство в доходах населения. Другой фактор миграционный. Сегодня это уже в докладе Андрея Владимировича озвучено. В большинстве своем мигранты не преследуют цели намеренно дестабилизировать межнациональные отношения. Конфликты происходят преимущественно на бытовом уровне. Но в сути это не меняет. Мигранты невольно импортируют нам проблемы из тех стран, откуда они приезжают. Согласно данным социологических исследований, абсолютное большинство якутян, испытывающих раздражение по отношению к представителям других национальностей, в качестве лиц, вызывающих у них антипатию, назвали представителей приезжих этносов мигрантов. И такая направленность интолерантных установок на приезжее население базируется в большей степени на защитной реакции якутян, на страхе потерять свою культуру и привычную среду обитания. При стабильной и религиозной ситуации в Республике Саха-Якутия отмечаются отдельные тенденции, способные дестабилизировать обстановку в сфере межконфессиональных отношений. Одним из серьезных дестабилизирующих факторов может стать распространение идей религиозно-политического экстремизма и радикального ислама, в том числе среди приезжающих в Якутию на временную или постоянную работу. По итогам 2014 года в сфере противодействия проявлениям религиозного и национального экстремизма возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступлений, из них осуждено 4 человека. Привлечено к административной ответственности 11 граждан, 6 из них по статье 203, 23 распространение нацистской символики и 5 по статье 29 распространение экстремистских материалов. Эти случаи в основном произошли в Мирном Нерюнгри в городе Якутске. Еще на одном моменте позволю себе заострить ваше внимание. Современная жизнь в России очень богата политическими событиями. При этом не секрет, что некоторые деятели готовы поступиться чем угодно для достижения своих узких политических интересов. Порой для возбуждения электората они используют и абсолютно беспардонные провокации, касающиеся межнациональных отношений. Считаю, что такие вещи недопустимы и должны пресекаться. Уважаемые коллеги, в 2017 году исполнится 385 лет вхождения Якутии
в состав российского государства. А в 2022 году мы готовимся отмечать столетие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Россия всегда была, есть и будет сильна регионами. Поэтому для сохранения государственной национальной идентичности России необходимо оказывать поддержку населяющим регионы народам, их языкам и культуре. А для этого нужна консолидированная работа органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций в сфере государственной национальной политики. Ведь все, что делается сегодня, в результате нашей совместной работы придется пожинать будущим поколениям, нашим детям и внукам. В целях дальнейшего совершенствования и реализации государственной национальной политики считаю необходимым рекомендовать Федеральному агентству по делам национальностей. Первое. На постоянной основе оказывать организационную и информационную поддержку на межрегиональном и федеральном уровне проведения мероприятий, связанных с историческими событиями и датами в субъектах Российской Федерации. Совместно с региональными органами исполнительной власти проработать вопрос по совершенствованию федерального законодательства в сфере защиты традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в том числе Федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в части установления нормы о проведении этнологической экспертизы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Федеральный закон о недрах в части правового регулирования взаимоотношений коренных малочисленных народов с промышленными компаниями, недропользователями. Речь идет об учете интересов коренных малочисленных народов при отводе земельных участков под лицензионные разработки недр, обязательность заключения соглашений с органами местного самоуправления. Второе. Учредить конкурс, грант на лучшие разработки, в том числе инфокоммуникационные, в сфере изучения и сохранения языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В-третьих, совершенствовать разделы единой системы мониторинга межнациональных, межконфессиональных отношений, оценка рисков, мер предупреждения возможных конфликтов в рамках взаимодействия исполнительных органов государственной власти, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, муниципальных образований и религиозных организаций и национальных общественных объединений, действующих на территории субъектов. Уважаемые участники совещания, в заключение разрешите поздравить вас с наступающим Днем России. Сегодня Россия переживает непростой период, но именно многонациональность, многоязычие, многокультурность несомненно являются теми отличительными качествами, которые делают нашу страну могучей и непобедимой. Буду очень рад, если опыт Республики Саха-Якутия в области государственной национальной политики принесет вам пользу в вашей работе. Благодарю за внимание. Спасибо.